Аркадия – летняя столица Одессы. Множество ночных клубов, кафе и развлечений. У въезда круглосуточно дежурят таксисты. Залетным водителям здесь не рады. Виталий рассказывает, проезжал мимо по делам. Решил подвезти пассажира. Но таксисты обступили его машину и не давали уехать. Мне пришлось из машины одному из них врезать по морде. Но спустя буквально 3-4 дня на одной из улиц города меня заблокировало 2 автомобиля такси, в которых было 6 человек. Эта группа пыталась отомстить за своего обиженного товарища. У них, конечно, ничего не вышло, так как у меня есть небольшой опыт, как вести оборону против группы людей. Зачастую, если задеть одного таксиста, через пару минут сразу на месте появляются много автомобилей, много агрессивных людей. Общество таксистов своих не бросает. У извозчиков налаженные каналы связи. Через мобильные приложения и GPS-навигацию они в курсе всех происшествий. Клиент не хочет рассчитываться или ограбление. Я лично в такой случай попадал. Поэтому водители как могут объединяются, кооперируются. Ну и естественно, есть недобросовестные люди, которые считают, что вот они заняли какое-то место и стараются не пускать туда других. Вот кадры одной из разборок. Конфликт между таксистом и сотрудниками полиции. По одной из версий, таксист не уступил дорогу экипажу. По другой, силовики подрезали водителя и порвали ему одежду. Оператор, снявший этот материал, вспоминает. Товарища помогла отбить группа поддержки. Пострадавший таксист скинул в чат, что проблема, и все подъехали. Это общество таксистов такое, сплоченное. Полиции говорят, такие ситуации редкость. Силовики и таксисты обычно дружат и также помогают друг другу. Например, когда нужно найти угонщиков. Существует волна радиостанции, на которой все желающие могут передавать информацию, то есть об этом знают, проинформированы как сотрудники патрульной полиции, так и те таксисты, которые хотят и которые сотрудничают с патрульными. Одесские извозчики создали свое закрытое сообщество. На канале «Веселые таксисты» в реальном времени обсуждают ситуацию на дорогах. Создатель канала уверяет, никакой агрессии и опасности таксисты не представляют. У нас есть человек, который занимается газом, допустим. Он помогает ребятам с газовой установкой, настройкой газа. Некоторый человек занимается компьютером. Никаких денег с этого ребята не берут. Вадим подчеркивает, веселые таксисты – общество аполитичное. Держится оно на энтузиазме. Но сообщество таксистов расширяется. В часы пик онлайн находится до сотни человек. Всеволод Ананьев, в настоящее время, Одесса.